Самое хундатанухот. Говорят, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Когда я изучал европейские языки, английский, немецкий, то этого не замечал. Но когда начал осваивать бурятский язык, то увидел, что действительно начал смотреть на мир другими глазами. Окружающий мир стал для меня гораздо более объемным и при этом, как ни странно, гораздо более понятным. Давайте рассмотрим, как это выглядит на примере простой бурятской поговорки. Итак, друзья, эта поговорка выглядит так. Угыйте хун хуне барлык, баинху мале барлык. Давайте ее переведем, учитывая то, что для того, чтобы эффективно и быстро переводить бурятские тексты, нужно первым делом их четко структурировать. Дело в том, что структура предложения бурятского языка и русского, она имеет свою специфику. Итак, эта поговорка состоит из двух предложений, структура которых одинакова. Поэтому первым делом мы обозначим, что это первое предложение, да, это второе предложение. Теперь, каждое из этих предложений в свою очередь состоит из двух частей. Давайте их обозначим. Первая, вторая, третья и четвертая. А вот теперь будем переводить всю эту поговорку по частям. Итак, первая часть состоит из двух слов. Одно из них, второе, это существительное, а первое это определение к нему. Итак, слово хун означает человек, а слово угыйте является определением к нему. И состоит оно из двух частей. Первая часть это слово угы. Сейчас я сразу выделю окончание. Итак, первая часть это слово угы. Большинству из нас знакомое. Оно имеет значение отсутствие, нет. В данном случае его можно просто перевести словом ничего. А вот это окончание т, это очень характерное окончание для бурятского языка. Оно передает смысл наличия. Чаще всего оно переводится на русский язык отдельным словом «имеющий». Дело в том, что в бурятском языке нет глагола «иметь» и, соответственно, таких причастий, образующихся от него, как «имеющий». Итак, порядок слов в бурятском предложении чаще всего обратный, поэтому мы переводим вот это наше словосочетание обратным путем. Итак, человек, окончание переводим отдельным словом «имеющий», ничего. Человек, имеющий ничего, звучит несколько странно для носителя русского языка, но дело в том, что в бурятском языке двойное отрицание не принято. В то же время оно есть в русском языке, поэтому лучше это перевести как человек, не имеющий ничего. Ну или бедняк. Речь идет о имуществе. Идем дальше. Второе словосочетание это хуне барлык. Барлык это у нас раб, слуга, холоп, батрак. И точно так же перед ним стоит определение к нему. Это определение, опять же, состоит из двух частей. Я выделю окончание. Первая часть, это уже известное нам слово хун, со значением человек или люди. В бурятском языке нет такой четкой грани между единственным и множественным числом, как в русском языке. А вот это окончание оно имеет такое противоположное значение окончанию т. Если т это имеющий, то можно перевести как принадлежащий. Соответственно, переводим опять с конца. Раб, принадлежащий людям. Ну или раб людей. Теперь все вместе. Бедняк, раб людей. Вторая часть, первая часть второго предложения, опять же, состоит из двух слов. Хун человек, а баин это обычное прилагательное со значением богатый. Поэтому здесь никаких проблем нет. Богатый человек. И вот в четвертой части все наши пословицы мы имеем уже известное нам слово барлык и слово мале, которое также состоит из двух частей. Выделяю окончание. Это то же самое окончание, что и вот здесь. Просто здесь гласное поменялось под влиянием гласной а в корне слова мал. Мал
означает скот. Это слово, кстати, характерно и для тюркских языков. Соответственно, мале барлак переводится как раб, принадлежащий скоту. Ну или раб скота. Теперь давайте переведем все вместе. Бедняк – раб людей, богач – раб своего скота. Ну, если с первой частью поговорки все понятно, если человек бедный, нищий, то он вынужден работать батрачить на других людей. Ну а вторая часть, богач, раб своего скота, выглядит не очень очевидно. Поэтому для того, чтобы понять ее смысл, начнем с того, что для кочевника основная материальная ценность – это скот. И количество скота в тех объемах, в которых оно превышает потребность человека, это символ благополучия человека. Соответственно, это можно перевести уже с учетом этого ментального нюанса как богач, раб своего благополучия. В самой известной, самой читаемой книге за всю историю человечества есть такая мысль: не можете служить разом и Богу, и мамоне. Мамона – это и есть благополучие. То есть не можете вы одновременно и Богу служить, и благополучию. Дело в том, что человек, который ставит для себя на первое место благополучие, он забывает о своей первичной основе. А человек, который утратил свою первичную основу, становится рабом. В данном случае рабом своего скота, то есть благополучия. В известном фильме «Крестный отец» был такой персонаж по имени Солодца. Так вот, он говорил: я не люблю расходы, я не люблю насилие, кровь – это лишние расходы. Вот вам типичный пример раба своего благополучия, который ради своего достатка готов приступить все. Но у такого раба благополучия нет будущего, и светильник его погаснет. Собственно, так и произошло в этом фильме. В жизни, конечно, все происходит чаще всего не так быстро, как в кино, но также неотвратимо. Итак, друзья, на примере короткой бурятской поговорки мы с вами убедились в том, как можно, владея бурятским языком, используя какие-то короткие сжатые мысли, делать глобальные выводы. Всем рекомендую осваивать бурятский язык. Подписывайтесь на канал. Дахим Улзатара Барьте.